случаи COVID-19. За минувшие сутки выявлены заболевания в Якутске и 19 районах. В организации проведения ЕГЭ много изменений. Якутяне, планирующие поступать, готовятся к экзаменам. Маски и агитационные плакаты. Творческий конкурс «Сидим дома» провели в Айхальском ГОКе. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За минувшие сутки в республике выявили 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Маргарита Игнатьева. Заболеваемость регистрируется в Якутске и 19 районах. Среди заболевших 82% взрослых и 18% среди детского населения. Среди взрослых 70% заболеваемости приходится на трудоспособное население, на возрастную группу от 18 до 50 лет. По течению заболевания у 28% протекает бессимптомно. На 55% легкой степени тяжести, тяжело переносит заболевание 2%. И у 44 больных пневмония. За последние сутки у нас прибавилось 98 случаев, в том числе в городе Якутске 64, в Мегино-Кангаласском 22, в Чурапче 5, в Нюрингринском и Аймиконском районе по 2 случая и в Мирнинском, Намском и Хангаласском районе по 1. И зарегистрирован 1 летальный случай, тоже у тяжелого больного, тоже пожилой человек с хроническими заболеваниями. Ну вот на сегодняшний день у нас в республике и в городе Якутске налажена система мониторинга, в которой существует функционал по отслеживанию граждан, которые находятся у нас в режиме самоизоляции дома, контактные и амбулаторные больные. И вот за нарушение режима уполномоченными органами всего составлено порядка 2000 протоколов об административном правонарушении, в том числе в городе Якутске большая половина. Поэтому в судах уже рассмотрено больше 800 дел и наложены предупреждения или в основном административные штрафы. Премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления российской экономики. Общенациональный план содержит 500 конкретных мероприятий. Стоимость его реализации примерно за 2 года составит около 5 триллионов рублей, сказал Мишустин. По словам главы Кабмина, реализация плана позволит стабильно наращивать реальные доходы граждан. Путин подчеркнул, что принимаемые меры должны решить не только сегодняшние проблемы, но и обеспечить движение вперед на долгосрочную перспективу. В рамках рабочей командировки в Среднеколымский район глава Якутии Айсан Николаев побывал в новом здании детской школы искусств. Новое здание площадью 752 квадратных метра построено по программе общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке» и введено в феврале этого года. В школе по направлениям хореография, фортепиано, народный фольклор, художественное искусство обучаются 187 учащихся. С детьми работают 10 педагогов. В ходе визита Айсан Николаев осмотрел новые учебные кабинеты, музыкальные и хореографические залы. Пообщался с преподавателями. В этом году планируют трудоустроить в промышленные компании 9000 якутян. За первый квартал этого года по программе «Местные кадры в промышленность» трудоустроено 1600 человек в 25 компаний. Исключением не стала и «Алроса». Здесь к новичкам относятся особенно трепетно. В прошлом году на базе горнодобывающего комплекса Верхнемунского месторождения разработали и внедрили проект «Аргыс». Он призван помочь в адаптации новых сотрудников. Подробности в материале Юрия Осипова. В условиях разразившейся пандемии крупные компании стали делать больший упор на местные кадры. Свою лепту в этот процесс вносит и компания «Алроса». Я знаю, что Айсан Сергеевич Николаев крайне активно занимается этим вопросом. Мы тоже отдельно работаем с другими недропользователями по тому, чтобы все-таки они опирались больше на местных жителей. Если хорошо, давайте обучать их, давайте смотреть, какие специальности в дефиците. Нет ничего невозможного.
И опыт компании «Алроса», высокотехнологичной и эффективной компании, показывает, что, опираясь на местную рабочую силу, мы получаем массу преимуществ. Поэтому я уверен, что большинство недропользователей, которые сегодня оперируют на территории республики, поменяют свой подход и будут все-таки в первую очередь опираться на местных жителей. Компания ответственно подошла не только к набору новых кадров, но и к их адаптации к новым условиям жизни и работы, другому строгому распорядку труда и отдыха. В прошлом году на базе горнодобывающего комплекса Верхнемунского месторождения разработали и внедрили проект «Аргыс», призванный помочь в адаптации людям, ранее незнакомым с промышленными видами деятельности, к реалиям крупного индустриального производства. Проект состоит из 3 этапов. Первый этап – это ознакомление с рабочим местом, участком, цехом, подразделением компании в целом. Второй этап – это приспособление. Этап, когда работник вписывается в коллектив, решаются проблемы и вопросы, с которыми сталкивается новичок. Ну и заключительный третий этап – финиш, когда у работника появляется самоуверенность и самоотдача, он уже становится частью нашей производственной системы. «Аргыс» в переводе с якутского «спутник». К новичкам прикрепляются наставники, которые и проводят своих подопечных через все этапы проекта. На сегодняшний день в числе наставников 10 добровольцев из числа опытных работников. За время работы проекта через него прошли порядка 120 новых сотрудников. Большая часть новичков работает в автобазе технологического транспорта номер 3. Часть людей работает в цехе ремонта горной техники и транспорта, ну и непосредственно в горнодобывающем комплексе Верхнемунская. Представители Оленёкского, Сунтарского, Нербинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов, а также районов Заречья. Ребята занимают самые разные должности и профессии, такие как водители большегрузных самосвалов БелАЗ, водители специализированного автотранспорта на базе КАМАЗ и Вольво, электрослесаря и слесаря по обслуживанию и ремонту оборудования, взрывники, машинисты погрузочной техники и бульдозеров. Всегда сложно приходить на новое место. Новому сотруднику нужно время, чтобы привыкнуть и адаптироваться. От того, насколько успешно человеку удастся влиться в новый коллектив, будет зависеть дальнейшая работа. Проект «Аргыс» направлен на то, чтобы сгладить эти шероховатости и ускорить адаптацию. Сегодня он уже зарекомендовал себя с хорошей стороны. В дальнейшем планируется расширение географии проекта. «Аргыс» собираются внедрить и на Накынской площадке компании «Алроса». Прием документов в колледжи и техникумы Якутии начнется с 20 июня. Особенностью этого года будет подача заявлений в электронном виде через портал образовательных услуг республики до 25 августа. Для этого абитуриентам необходимо иметь учетную запись портала государственных услуг. Что касается абитуриентов, поступающих на творческие профессии, то для них действуют иные правила. Для них прием на очную форму обучения завершится 15 августа. При этом вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий. И при наличии свободных мест прием документов продлевается до 25 ноября. Якутские выпускники готовятся к ЕГЭ. Экзамен в этом году будут сдавать только те, кто собирается получить высшее образование. В организации проведения ЕГЭ много изменений. Каких именно, расскажет Ульяна Шагина. Пустые коридоры в столичной школе номер 17. Пандемия внесла свои коррективы и в привычное школьное русло. Из-за новых правил сдачи ЕГЭ школьным работникам скучать некогда. Кто-то занимается с выпускниками дистанционно, кто-то дезинфицирует классы. В этом году экзамены здесь будут сдавать большинство – 99 из 107 окончивших школу. И все это несмотря на то, что подготовка к тестам впервые проходит в домашних условиях. В этом году я сдаю ЕГЭ, и мои выбранные предметы – это математика профильная, русский язык, обществознание и литература. Выбрала я эти предметы, потому что я хочу поступить по специальности как журналистика или что-то связанное с экономикой. Русский язык – самый массовый экзамен в этом году, поэтому его будут сдавать 2 дня – 6 и 7 июля. Причем по желанию выпускников. Из-за пандемии правила сдачи ЕГЭ во многом поменялись. Основное внимание по понятным причинам будет уделено дезинфекции. Региональные пункты сдачи экзаменов уже получили детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья как выпускников, так и экзаменаторов. Предусматривается у нас санитарно-гигиенический режим, по которому все кабинеты будут дезинфицированы. Каждые дети, которые входят, выходят, будут обрабатывать руки дезинфицирующими средствами.
Было решено сделать 2 входа, как с парадного и с эвакуационного входа, чтобы не происходило, опять же, скопление детей и предусматривалась социальная дистанция. Еще одно новое правило сдачи ЕГЭ 2020. В классе во время экзамена сможет присутствовать всего 10 учеников. И то при условии, что каждый из них будет рассажен зигзагом, соблюдая социальную дистанцию в 1,5 метра друг от друга. Первый экзамен состоится уже 3 июля, на месяц позже обычного. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. С полным расписанием, кстати, уже можно ознакомиться на официальном портале ЕГЭ. Экзамены начнутся в самые жаркие дни, так что затемпературившим от жары или от волнения своим здоровьем лучше не рисковать. Весь июль у нас экзаменационный период будет. Те, кто не смогут сдать в резервные дни, еще и 8 и 3 августа 2 дня у нас планируется тоже дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации. Сегодня все наши выпускники готовятся к экзаменам и будут сдавать в своих пунктах, где они закреплены были до этого. Повезло в этом году тем, кто решил связать свою жизнь не с вузом, а с УЗом. Колледжи и техникумы будут принимать без вступительных экзаменов, только по результатам итоговых школьных отметок. Прием документов в этих заведениях начнется после 20 июня. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Сочи открывают часть пляжей и санаториев в качестве послабления ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Полностью снять ограничения планируется 10 июня. По информации властей Краснодарского края, к курортному сезону готовятся все 190 пляжей. Тем не менее, этапы открытия будут зависеть от ситуации с коронавирусом. На данный момент в Краснодарском крае выявлено 3987 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 36 человек скончались, 2842 выздоровели. Смешить зрителей и звездное жюри на телеканале СТС в шоу «Детский КВН» будут в том числе дети известной команды «Крайний Северный» из Кызылсыра. Ребята с успехом выступают больше 6 лет и шутят, что играют в КВН, потому что это шанс выбраться из тайги хоть на немного. Кстати, впервые в истории игры жюри отказалось от оценок. Чтобы пропустить 2 лучшие команды в следующий этап, звезды совещаются в финале каждого выпуска. Чтобы попасть в шоу, 1500 юных участников прошли конкурсный отбор, но только 36 команд со всей страны получили заветную путевку в телепроект СТС, который стартует 15 июня в 9 часов. Изготовили десятки креативных масок, нарисовали агитационные плакаты. Творческий конкурс «Сидим дома» провели в Айхальском ГОКе, рассказывает Оксана Мезенцева. Эту мини-копию карьерного экскаватора смастерила семья Геннадия Мишукова, работника Айхальского ГОКа. Дома время зря не теряли. Эти маски ручной работы тоже изготовили дома. Другие участники конкурса. На каждую ушло по 2 часа. Идея креативной маски пришла ко мне спонтанно. Сейчас люди создают маски со стразами, цветами, птицами. Я решила идти не по стандартному пути, взять маску в виде самого вируса COVID-19. Творческий конкурс «Сидим дома» собрал 18 участников. Большинство конкурсантов – дети работников Айхальского ГОКа. Конкурс организовали профсоюзные комитеты, карьера юбилейный и ремонтного цеха. Работы разместили на стендах профсоюзных уголков предприятий. Участвовали целыми семьями. Так, например, от ЦРГТО семья Соколовых приняла очень активное участие. Они сшили много красивых масок. От карьера юбилейного семья Мишуковых изготовили из картона макет экскаватора, на котором работает сам глава семьи. Победителей в конкурсе не определяли. Все участники получили памятные подарки – книги, профсоюзные подарочные карты и игрушки. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами. Еще больше информации вы найдете на наших сайтах.